Добрый день, уважаемые абитуриенты! Позвольте представиться, я руководитель программы «Современные технологии обучения иностранным языкам. Магистерская программа». Позвольте остановиться и дать описание то, что вас ждет на вступительных испытаниях. Во-первых, форма сдачи у всех будет дистанционная. Вид экзамена – тестирование. То есть все испытания будут в виде теста. Количество вопросов будет 25. Я хотел бы здесь остановиться на одном очень важном моменте. У нас очень много будет поступающих, поэтому мне бы хотелось, чтобы вы сделали небольшой портфолио. И это будет портфолио, вы можете не размещать, но когда будет подведение итогов, мне бы хотелось, чтобы комиссия рассмотрела, кто же, если в том случае, когда будут одинаковое количество баллов. То есть портфолио на всякий случай вы припасите. Структура тестовых заданий у нас достаточно сложная. Во-первых, будет у нас 5 дисциплин. Это межкультурная коммуникация, как учебная дисциплина, лингвистические и методические аспекты взаимодействия языков, общее языкознание, теоретические аспекты обучения иностранным языкам и современные технологии обучения иностранным языкам. Минимальное количество баллов, которое будет доступно для того, чтобы вы имели возможность быть включены в список, 50, и максимальное количество баллов 100. Так как у нас дистанционная форма сдачи, то мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что первый вход через логин и пароль, которые будут отправлены вам на электронную почту. Здесь возможны некоторые затруднения, но об этом вы сможете подробно прочитать после окончания нашей записи. Далее, последующие посещения сайта будут происходить всегда под своим паролем, который вы меняете при первом входе в учетную запись. Перед каждым экзаменом нужно сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где будет видно ваше лицо и главный разворот паспорта с фото и с вашей фамилией. Помните, пожалуйста, что время, отведенное на прохождение экзамена, ограничено, и у вас будет только одна попытка. Вступительные экзамены, они будут проходить по расписанию, которое вы сможете найти на сайте приемной комиссии. В частности, наши испытания по программе «Современные технологии обучения иностранным языкам» вы можете увидеть. Вот в данном случае это у нас будет 8 августа. Посмотрите, внимательно изучите это расписание. Теперь, наверное, самое сложное и самое для вас важное. Как подготовиться к сдаче вступительного испытания? У нас будут определенные консультации. Это одна из главных консультаций. И вы можете подробно ознакомиться с теми требованиями, которые предъявляются всем абитуриентам. Самым главным является у нас программа вступительного испытания. Здесь даны те темы, которые будут включены в наши испытания, и будут даны
определенные образцы заданий. Значит, я еще раз напоминаю, какие разделы. Раздел это язык и межкультурная коммуникация, лингвистические и методические аспекты взаимодействия языков и современные технологии обучения иностранным языкам. В частности, у нас будут тесты по коммуникативному методу, по проектному методу и по интенсивным методам обучения. В программе вступительного испытания вы можете ознакомиться с той литературой, которая вам поможет подготовиться. Ну и теперь мне хотелось бы остановиться на некоторых примерных заданиях. Ну, например, по теме язык и межкультурная коммуникация, лингвистические и методические аспекты взаимодействия языков. Что понимается под термином межкультурная коммуникация? Все задания были составлены преподавателями, ведущими преподавателями, нашими профессорами, которые будут у вас в случае вашего поступления проводить занятия по этой дисциплине. Поэтому вы можете внимательно изучить и подготовиться к тем заданиям заранее. Мне хотелось бы сказать, что вот эти задания, которые вы видите, они все были с предыдущих лет, то есть некоторые будут похожими, но суть вы можете понять. Ну, например, назовите типы межкультурной коммуникации. Информативная, коммуникативная, когнитивная. Это второе задание. Помните, что в некоторых заданиях возможны 2 и более ответов. Ну, я думаю, что здесь главным является коммуникативная функция. Далее задание по межкультурной коммуникации как учебная дисциплина. Тоже посмотрите. Вам нужно выбрать правильное продолжение ответа. Ну, например, посмотрите. Язык является, и возможные варианты, специфическим средством хранения и передачи информации, средством управления человеческим поведением, методом идентификации объектов окружающего мира и индивидуальным качеством человека. Я думаю, что здесь правильный вариант, наверное, первый. Язык является специфическим средством хранения и передачи информации. Ну, теперь я уже подхожу к той дисциплине, которая мне очень близка. Это теоретические аспекты обучения иностранным языкам. В технике проведения эксперимента выделяют 2 группы испытуемых. Здесь даны 4 варианта. Экспериментальная, подготовительная, сравнительная и контрольная. Правильным вариантом будет экспериментальная группа и контрольная группа. Давайте возьмем третий образец, третье задание. Элементарный методический поступок, элемент метода, отдельный шаг в реализации метода или разовое действие называется, и вот по мнению Кунашевой, мы считаем, что это прием обучения или методический прием. Ну, я вам дам возможность ознакомиться со всеми заданиями, и для того, чтобы вы не просто записывали ответы, вы смогли подыскать ответы в соответствующей литературе. Литература была указана в программе вступительных испытаний. Современные
технологии обучения иностранным языкам, общеметодические вопросы. Вы тоже можете прочитать, что является стержнем коммуникативного метода, его доминирующей идеей, цементирующей, интегрирующей все входящие в него принципы. Как вы думаете? Ну, естественно, здесь главной идеей является коммуникативность. Проинтерпретируйте термин коммуникативность как категорию современной методической науки. Что означает коммуникативность по Ефиму Израилевичу Пасову? Ну, во-первых, конечно, главным является речевая направленность. И я бы вторым, наверное, правильным ответом сделал подобие процесса обучения иностранному языку процессу коммуникации. Но этого у Ефима Израилевича нет. Хотя он всегда говорит, что урок иностранного языка должен быть уроком общения. Посмотрите, следующее. Выберите правильный ответ. Третье задание. Учащиеся решают проблемы, речемыслительные задачи при повторении за учителем, воспроизведении выученного наизусть, выполнении речевых упражнений. Ну, естественно, здесь правильным ответом будет выполнение речевых упражнений. Четвертое задание. Какие из этих заданий и установок имеют признаки коммуникативности? Составьте диалог с новыми словами. Неправильный ответ. Ответьте на вопросы по содержанию текста. Неправильный ответ. Руслан недавно вернулся из Америки. О чем бы вы хотели его расспросить? Это правильный ответ. Поделитесь с нами, чем вам нравится, не нравится этот фильм, этот персонаж, эта книга, это время года и так далее. Это тоже правильный ответ. То есть здесь есть признаки коммуникативности. Я хотел бы напомнить, что те, кто пройдет тест, и может случиться такое, что у вас будут одинаковые результаты, поэтому обязательно приготовьте небольшую информацию, ну это как можно назвать портфолио. Итак, я напоминаю, меня зовут Аитов Валерий Факилевич, я заведующий кафедрой методики преподавания иностранных языков и второго иностранного языка и являюсь руководителем программы современной технологии обучения иностранным языкам. Мой электронный адрес вы можете увидеть здесь. И телефон вы можете найти вот именно по в приемной компании или на сайте кафедры методики преподавания иностранных языков и второго иностранного языка. Желаю вам удачи! Первый вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание вступительных испытаний, личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так. Те предметы, которые вы должны сдавать в ВУЗе, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас вот в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вот вступительные испытания БГПУ имени Акмуллы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто вот именно эта рассылка попадает в папку спам. Обязательно проверяйте папку спам. Вы заходите и проходите по ссылке. Вот, по ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин — это ваша электронная почта. И пароль, обратите внимание, что он временный, то есть вы заходите через него только один раз.
Заходим. При первом заходе вас потребует, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Вот я поменяла все на собственный, то есть все, я свою учетную запись полностью поменяла, теперь зайти могу только я. И вот уже вот этого нашего абитуриента тестового вступительное испытание есть, социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает. Но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены две инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственно экзаменом. То есть, например, тут у нас говорится, дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения. В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано. Вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и, главный разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до 1,5 часов для обычных абитуриентов, и для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет 1,5 часа и более. На 1,5 часа, не более на 1,5 часа продлен этот тест. Вы заходите все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест. Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии.